Салам алейкум, неуважаемый Сооронбай Шарипович, или просто Соке. Қашан ойланасыңдар, сіздер барыңар. Давай розовые очки снимайте, наверное, уже. Хватит. Тажаттыңар сіздер. Ты вокруг себя кого собрал? Сооронбай, оглянись вокруг себя. Кто возле тебя? Ты посмотри на свою свиту. Короля делает свита, да ты. Ты на свою свиту посмотри. Что нынешний, что предыдущий премьер-министр. Посмотри на них повнимательней. Предыдущий ничего не сделал. Абсолютно ничего не сделал. Как стало жарко, он выходит в отпуск. Потом уходит в отставку. Приходит Буронов. Опять же, с твоей подачи. Этот Буронов 10 лет он сидел министром МЧС. Толку что? Он даже не знает, что такое гражданская оборона. Каждый пункт провален, не исполнен. Кого ты назначаешь? Я не могу понять. Как это так? Посмотри на своих 120 жополизов. Дети, студенты, школьники уходят на карантины. Твои 120 жополизов ушли на каникулы. Ты посмотри, что творится в здравоохранении в твоем. И сейчас в данной ситуации виноваты вы. Во всех смертях, во всех как народ сейчас мучится, виноваты вы. 20 тысяч мигрантов заехало в Кыргызстан со дня карантина. Вы их не изолировали, обсервации не предоставили, просто модели ищек джайло сделали и распустили их по стране. Распространять вирус. Еще кого-то вините в этом. Форточку ищите. Уят бедный мару, народ все видит, он понимает, что это все только из-за вас было. Біздің депутаттар писать, читать не умеют. Да что за это говорить? Они говорить, разговаривать не умеют. Понимаете, заместо вас всех собранных, поставить одно шимпанзе, обезьяну какую-нибудь поставить, будет лучше. Она не сделает это шимпанзе лучше, да? Но хуже она точно не сделает, да? Хуже вас она не сделает. Вы о детях подумайте. Ладно, не о наших, а о своих детях подумайте, какую страну вы им оставите. Сейчас лечение. Какое лечение? Перед лечением томография стоит 3200 сомов. У нас пенсионеры столько пенсий не получают. Как им проходить эту томографию? И у нас лечение обычно коронавирус на лекарства обходится. Вы пишете там лечение бесплатно, то бесплатно. Сам с этим сталкивался. К родным лекарства возил. В легкой форме коронавирус лекарства требуется 30-35 тысяч сомов. Теперь вопрос, откуда их взять? Нету таких зарплат. У госслужащих, у простых рабочих нету таких зарплат, понимаете? Лекарства поднялись. По какой причине? Из-за вашей тупости выросли цены на лекарства. Вы могли завести заранее необходимые все лекарства на 5-10 миллионов долларов, чтобы сбить этот спрос, чтобы фармкомпании частные не чувствовали себя монополистами, не устраивали пир во время чумы.
Вы должны были этот спрос сбивать, завалить этими лекарствами, чтобы цена не росла на них. И люди к вам стучались в окна, в больнице, вы их не принимали с температурой, с кашлем. Люди задыхались, не принимали, потому что здравоохранение решило без ПЦР-тестов не принимать больных. Да вы сами не знаете, по сей день не знаете, что такое коронавирус. Кто у вас такой умный, без ПЦР-тестов не принимать? Видели мы ваши ПЦР-тесты? Ты сам на аппарат слетал. Здесь всю твою свиту проверили этими ПЦР-тестами. В Москве что получилось? Обратное получилось. То же самое сейчас в стране. Не принимали без ПЦР-тестов? Вот сейчас смотрите, итог какой. На сегодня более 1600 человек больных, более 80 умер. Кто виноват? Народ виноват, что ли? «Собачье сердце» смотрел фильм? Фрагмент из фильма я тебе озвучу. Разруха, говорит, не в стране, разруха в голове. Вот у вас, у всего вашего правительства, у тебя, Соки, у твоих 120 жополизов, у них разруха в голове. Все, там ничего нету. Они государство, они только уничтожают государство. Ни шагу вперед. Соки, я тебе поверил, да? Когда ты Атамбаева посадил, я тебе поверил. Я думал, молодец. Атамбаев сидит. Да, даже если он вор. Но сейчас, если сравнить вас обоих, он, получается-то он лучше, хоть даже если он вор. И он дороги строил. Госслужащим квартиры выделял, строил. Ты что сделал? Ничего не сделал. Только в минус, понимаешь, минус, ни одного плюса. Да ладно, как тебе Атамбаев вор оставил тебе страну, в таком же хотя бы держал бы состоянии. Нет, ты же сделал еще хуже бы. На аргайстякталем жамандайсың, ты жаман, бұл жаман. Ты хуже всех, понимаешь? Ты даже уру болса деле ты хуже урулардан хужесың. Сапар Исаковты қамадың. Ладно, урдады $600 там, плоскогубцы, я согласен, правильно посадил. Но ты же хуже же, бля. Он, понимаешь, он своровал, но что-то сделал. Там $380 миллионов на реконструкцию ТЭЦ. Реконструкция закончилась. Если у международных доноров вы взяли столько денег и вообще ничего не сделали, то какая наглость должна быть? Ты и твои 120 жополизов чем занимаются? Посмотри сейчас повтор заседания Джордж Кенеша перед каникулом. Что они? Гочкуламай. Просто интриги. Просто сидят, интриги плетут, и Бериюрин Гөтін чухуйле жүршетін. За это они зарплату получают. Твой Воронов, твой Абулгазиев, что они сделали? Ештеке болған жоқ, бұлар только хуже все делают. По сей день они делают хуже. Я не знаю, да, как с тобой разговаривать, да? У меня к тебе уважения все, никакого. Ты самый худший президент, который был. Самый-самый худший. Ты даже Бакиева превзошел, который все 87 человек на площади убил. Ты даже хуже него, бля. На тебе, блядь, трупов больше, блядь, понимаешь? Ты что, если өзің башың жетпесе, сам не можешь головой думать, поставь нормальных, перспективных, образованных, новаторов, реформаторов. Он такой, здесь людей у нас хватает в стране умных. Вы им ходу не даете, ставите тупорылых, блин, чертей, блин. Чуть-чуть, он задумайся, Соки.
Жареным пахнет. Плохо закончишь. Давай, думай, блин.